Застолье – повод встретить давнего приятеля, завести новые знакомства или узнать что-нибудь интересное. Гульнара – частый гость подобных мероприятий. В этот раз она пришла с домашним медовиком. Я все время так готовлю. Вообще это рецепт, это я где-то видел, но я еще добавила свое. И все. А слои я делаю с орехами. Орех это мой. Там в рецепте не было его ореха. Традиционно татарские чаепития проводят в кругу семьи или у кого-нибудь в гостях. Одна из традиций – это раздача милостыни. Раздача милостыни, она может проявляться в самых разных формах. Может быть в денежном эквиваленте, может быть раздача разных сувениров, приборов и полотенец в таком форме. Сначала отведать угощение и выпить чай дают взрослому поколению. Также на кухне во время приготовления блюд советуются у более опытных людей. Так Сания освоила навыки замешивания теста. Когда создается уже такой ком из теста, нужно его хорошенько вымесить. Сначала вымешиваем двумя руками, потом делаем как колобок. Одной рукой поддерживаем, второй приминаем. Для того, чтобы тесто напиталось кислородом, нужно его подбрасывать. И мы это делаем раз 10. Как мне мой наставник сказал, Сания апа, что это должно тесто играть. То есть его нужно чувствовать, оно мягко и в то же время оно как мячик. И наши донские татары исконно сохраняют свои традиционные рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Вы знаете, много татар в Ростове и в Ростовской области, из Пензенских краев. И это летом у них паломничество. Все ездят в деревню к бабушкам в Пензенскую область, собирают там желек, то есть такую дикую землянику, приезжают, готовят варенье и угощают. Татары – народ оседлый. Традиционные блюда готовили из того, что было в огороде. Поэтому их кухню можно разделить буквально на 3 ингредиента – мясо, картошка и тесто. Если мы возьмем мясо и тесто, у нас получится перемяч. Добавляем картошку, делаем треугольник, получается эчпочмак. А застолье – отличный повод собраться большой компанией и отведать любимые традиционные блюда.